Всем привет, это Виктор Мищенко, основатель Академии спикеров. Буквально через час у меня начнется очередной тренинг по публичным выступлениям, где мы будем разрабатывать скрипты продаж во время выступления. А в этом видео мне бы хотелось с вами поговорить об одном мифе, об одной иллюзии, об одной мысли, которые думают начинающие спикеры, что чтобы выступать на сцене, чтобы продавать со сцены, чтобы быть ярким спикером, нужно обладать талантами, нужно обладать способностями, которые даются сверху. И если они у тебя есть, то ты спокойно, уверенно чувствуешь себя на сцене. Но так ли это на самом деле? Я считаю, что это не так, я считаю, что это миф, это иллюзия, это воображение. И на самом деле ораторами не рождаются, ораторами становятся. Еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Ораторами не рождаются, ораторами становятся. И если вы хотите действительно стать первоклассным спикером, чувствовать себя уверенно со сцены, продавать со сцены, то для этого не нужно обладать какими-то талантами, не нужно обладать сверхспособностями. Это обычный навык, это обычная технология, это обычная способность, которую мы можем приобрести наравне с умением читать, писать, ходить, бегать, подтягиваться, делать кувырки и так далее. А навыки спикера – это обычные способности, это обычные умения, ими может овладеть любой человек. Почему я уверенно об этом заявляю? Потому что на самом деле много лет назад я боялся сцены больше всего на свете. Более того, я избегал публичных выступлений и знал, что это самое страшное, что может произойти в моей жизни. И когда я об этом рассказываю на своих тренингах, на своих мероприятиях, мне никто не верит. Но это действительно было так. Я больше всего на свете боялся публичных выступлений, и поэтому пошел на сцену, чтобы преодолеть свой страх. И сейчас я чувствую себя уверенно, классно, когда у меня есть возможность выступить перед другими людьми или записать какое-то очередное видео. И я не исключение, я могу привести вам десятки, сотни примеров, когда люди боялись публичных выступлений, но сейчас они являются известными, богатыми, выдающимися спикерами, которые зарабатывают благодаря своим выступлениям миллионы денег в месяц. Да, яркий пример – Петр Осипов, молодой человек, который со сцены сейчас зарабатывает огромные деньги, на его выступление приходят тысячи, сотни, тысяч, десятки тысяч людей, хотя на самом деле раньше он вообще заикался, представляете, он заикался, картавил и все равно выходил на сцену. Сейчас он тоже заикается, но уже гораздо меньше, но выступает каждый день, и люди с огромным интересом приходят на его выступление. Другой пример – Азамат Ушанов, известный инфопредприниматель, который боялся сцены как огня. Он был очень застенчивым молодым студентом, но все равно преодолел этот страх, преодолел свою застенчивость и сейчас проводит вебинары, проводит семинары, проводит инфоконференции, собирает огромное количество людей, перед которыми он выступает. И, кстати, зарабатывает очень приличные деньги. Возьмем другого спикера, Артем Нестеренко, который много лет назад от своего наставника, от своего спонсора узнал, что если ты хочешь состояться в этой жизни, освой навыки продаж со сцены, научись публично выступать, и тогда ты будешь всегда зарабатывать деньги. И сейчас он является ярким спикером, такое ощущение, что он живет на сцене и не сходит со сцены, является ярким представителем, молодым предпринимателем, бизнесменом, который публично выступает. Я могу еще привести десятки, сотни примеров, когда люди никогда не выступали на сцене, не обладали ораторскими способностями, но осознали, что сцена – это самый лучший способ реализовать себя, зарабатывать деньги, состояться в этой жизни, оказывать влияние на других людей, и начали выходить на сцену. Сейчас являются яркими спикерами, владеют огромными предприятиями, огромными организациями, огромными структурами, и все благодаря тому, что публично выступают и выходят на сцену. Хотя до этого не обладали ораторскими способностями, не обладали никакими-то талантами. Так вот, это миф, это иллюзия, что ораторам нужно родиться, спикерам нужно родиться. И это изначально прирожденная данность. На самом деле это не так. Неважно, ты экстраверт, ты интроверт, застенчивый, ты не застенчивый, но ты можешь стать выдающимся спикером, ты можешь стать профессиональным спикером, ты можешь стать сильным спикером, если будешь выходить на сцену. Помните, ораторами не рождаются, ораторами становятся. Кстати, под этим видео у вас есть ссылка, где вы можете зарегистрироваться на бесплатную консультацию со мной, где мы с вами обсудим ваши публичные выступления и сможем вывести ваш уровень мастерства на более высокий уровень. Записывайтесь, это абсолютно бесплатно. С вами был Виктор Мищенко, основатель Академии спикеров. И до встречи в следующих видео. Пока!